Всем привет из солнечного Крыма. Орджоникидзе. 14 сентября у нас. Плюс 28. Ветрено. Бархатный сезон продолжается, но уже и заканчивается. Так, уже дней 5 еще где-то максимум. Ну да, еще днем температура держится 28, 30 вот было сегодня. Но уже подходит к концу бархатный сезон, плавно переходящий в осень. В крымскую осень. А у нас сегодня маршрут дня: Орджоникидзе, Коктебель, на набережную попить кофе. Потом поедем с Коктебеля в Подгорное, поднимемся вверх по грунтовым дорогам на Феодосию. И потом попьем на набережной Феодосии кофейка. И потом, если успеем по времени, поедем из Феодосии, поднимемся вверх к куполам. Ну, если успеем, да, если не сильно будет темно. Сейчас же темнеет уже рано. В 7 часов уже закат. В общем, надо прибавить газку, чтобы успеть везде. Море сейчас плюс, ну где-то плюс 22. Давайте, машины. Мне налево надо сворачивать. Так, время у нас 45 минут. Надо хотя бы в 5:30 выехать из Коктебеля. Тогда мы вроде как должны успеть сделать полностью маршрут дня. Потому что позавчера я, например, не успел. Встретил мужчину на электровелосипеде, типа такого, как у меня, только модель другая и подвес чуть там другой. У него куб, по-моему, 21 года или 22, 625 батарея. На 29-х колесах. Чисто так встретил случайно. Ехал на Феодосию через Подгорное, там уже наверх поднялся. И по верху уже ехал, слышу, кто-то сзади догоняет. Сперва подумал электромотоцикл, ну этот Суроны или как они там. Вот. А потом не смотрю, равняется.
Привет, привет. А он с Подмосковья. Или с Москвы, или с Подмосковья. Не помню уже. Вот. И, в общем, познакомились, обменялись телефонами. Вроде как завтра, если все нормально, поедем с ним тропой Грина. Поставили машины, люди пошли в горы с собакой. Некоторые пошли с собакой. Ветер. Ветер в рожу я. Сейчас будем сворачивать в горы. У нас же универсальный вид транспорта. Можно и по дороге, по асфальту ехать легко. А можно и по горам ездить, подниматься, особенно подъемы. Подъема это мощь. Особенно если хорошо заряженная электричка, то можно в горы подняться на 1400 метров. Например, с Ялты, с набережной и на беседку ветров. Кто знает, тот поймет. Беседка ветров, которая находится недалеко от самой высокой точки в Крыму, гора Роман-Кош. Вот с набережной до беседки ветров можно заехать на велосипеде. И причем горной дорогой. Через леса, через Массандровский лес мы поднимались. Но у меня тогда еще было 1000 заряда, 1000 ВХ. Вот. А сейчас же у меня чуть больше. Так что да, у кого заряженный. Ой. Не вовремя
переключился, блин. Сейчас спустимся и поднимемся. Что-то не успел переключиться. О! Переключились на самую большую звезду, 51-ю. Подъемчик такой. Да, у нас сегодня, как обычно, турбодень. Даже вчера вот ездил с Нового Света в Орджоникидзе. Турбо 62 километра. А на МТБ можно проехать целых 85. Ох, ветерок поддувает. Так, переключаемся. Опять подъемы пошли. Сегодня еду в шортах и в футболке. 14 сентября. Вчера ездил в штанах и в коптейке, а сегодня в шортах и в футболке. Кто-то там, эти мотоциклисты, что ли. Или кто там стоял только что. Куда они делись? Наверное, поехали вниз. На велосипеде кто-то. Едет тяжко. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ого, мины. Ого, мины. Да, на велосипеде какой-то паренек, причем на таком велосипеде обычном. Приветствую. Оп. Капец, ветер.
Вот дорога к Тихой бухте. О, машины стоят. Че, поднимемся на самый верх? Я думаю, можно затащить. Чё-то нам. Сейчас поднимемся. Вот туда. На мопеде кто-то приехал загорать. Вау-вау-вау. Ну что, делаем ставки. Поднимемся или не поднимемся? О! Ветер! Капец, ветер! Ха! А мы крутим, 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 крутим. И мы наверху. Фух, хорошо. Заехали. Вон Тихая бухта. Чайка сидит, смотрит. Еще одна чайка. Сидят он. О, полетела. Никого уже почти. Вначале тут нету. Полет. Полет чайки. Красота. О, уже 5. Так, ну что, поехали дальше. Поехали в Коктебель пить кофе.
тут прошел дождик небольшой. Не успела еще особо подсохнуть, а тут подсохло. То обычно здесь, ну да, тут особо и не было. А то, если здесь идет долго дождь, то в этом месте подсыхает прям долго. Очень долго. Тихая бухта. Да, ветер капец. Ветер капец сегодня. Сейчас поднимемся на этот хамелеон. Хамелеон. Мы с Хамелеон. Не, мы подниматься не будем, мы едем в Коктебель. Времени нет у нас. По тропиночке. Эх, красота какая. Солнечный день. Красотища. И тепло сегодня так. You touch me, and I melt into your journey.
You touch me, you touch me, and I'm out. Стандартный маршрут You touch me, and в Коктебель через Тихую бухту. Я обычно езжу так. I'm melting to your knees. Иногда по трассе езжу. Вот. Но в основном езжу так, да. Да, дорога здесь, конечно, такая. Подъемчик небольшой. И ветер. Прям на подъеме. Задул паршивец. You touch me. Сзади машина. Пропустим. Пускай едет. Пылюган только. Фух. Вот и доехали до Коктебеля. Почти доехали. Let's get this thing started. Чуть тише сделаем. С правой стороны ходят все на могилу Волошина. Вот туда вверх. О, сторожа бегут. Сторожа бегут. Привет!
Привет, привет, привет. 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 Как дела? Как делишки? Как делишки? Как делишки? Сторожа местные. Местные сторожилы. Вот он, Коктебель. Поехали. Ю-ху. Ого, тут канавы. Вот такая красота. Еще зонты стоят. Еще зонты стоят. Вот он. Внизу. Ох, тут вырыли яму. Обалдеть. Чуть в яму не провалился. А люди он купаются, еще загорают, отдыхают. Да, еще чуть-чуть есть люди. Ох ты, смотри, какие злые. Сторожа одни. Привет, привет, малой. Малые собаки. Все, сейчас кофейка выпьем. 15 минут. Ну, как раз на 15 минут у нас есть время, чтоб успеть везде. Ну что, попили кофейка и едем в Феодосию.
Все, на выезд. Ходят, не знают, куда они идут. Так, и что ты тут встал на проходе? Давай уже. Выезжай. 4 матик Мерседес. Давай, прибав газку, брателла. Разворачиваются. Понятно. Фух, поехали. Поехали в Феодосию. Фух. Фура стоит. Что-то привез. Или наоборот, что-то будет отвозить. Автомойка, шиномонтаж. Помой себя сам. Заправь себя сам. «35 идем. Сейчас будет подъем. Виноградники. Чем мне нравится электро, так это тем, что по трассе ты можешь топить нормально. И в горах ты можешь спокойно кататься, подниматься, спуски, подъемы и спуски. Причем подъемы такие, что можно подняться снизу, ну там со 100 метров или там с 200 метров над уровнем моря до высоты 1500 метров. Но это надо, чтобы заряженный был,
Чтоб не просто электро с одной батареей, а чтоб был заряженный с двумя батареями. Заряда, чтоб хватило подняться на такую высоту. Ну и по трассе классно ездить. Вот на 29-х колесах вообще бомба. Особенно даже если, ну, вот когда у тебя время есть, утром выехал и не спеша на ЕМТБ можно 85 километров намотать. А если еще с собой взять в рюкзак третий аккумулятор, то это можно намотать соточку. Соточку. Ну это с моим весом 92-90. Не, я сейчас, наверное, вешу где-то 94, 95, вот так где-то. С моим весом вот на такой километраж хватает. А если ты весишь 85, например, то тебе хватит на, ну вот, смотря какая комплектация, да. Хватает. У всех по-разному. Все зависит от комплектации. О, одно деление пропало. Комплектация. Одному, например, на Айпетре 500-ки, чтобы подняться с Ялты, там, с набережной или там с откуда, на Айпетре не хватит, а другому хватит. Ну, то есть вес. Все зависит от веса велосипедиста. А сейчас он вообще электрички новые на 750 батареях. Но 750 для меня это маловато. Я люблю хотя бы, ну, я просто люблю много ездить, и мне надо, чтобы вот, например, сейчас вот у меня 1125 заряда, ну, то есть меньше я уже тут точно покупать не буду. Либо столько же, либо чуть больше. Но я думаю, сейчас что-то уже по-любому должно скоро выйти, чтобы можно было 750 батарею и дополнительно ставить 500-ую. Но пока еще нету. Я смотрю там новинки, которые велосипеды 24-го, ну, с 23-го на 24 год пока еще нету. Самолетом памятник. Пока еще нету, да. Там Кубы, Скотты,
хайбайки, Стивенсы, КТМы. Пока еще нету такой модели. Но это они только начали выпускать. Думаю, что-то появится в какой-то модели. Марка такая, что можно ставить дополнительную. Думаю, может не в этом году нас, но на следующем 100%. Ну а, кстати, сейчас и не так уж и много таких велосипедов, на которых можно ставить дополнительную батарею. Это вот Scott этой модели, как у меня. И Arbea какая-то там модель. И, по-моему, ну, Arbea это фирма велосипедов. И какой-то еще, я вот не помню. То ли хайбайк. А, хайбайк тоже есть там, да. Вот где-то вот 3 такие фирмы, на которых можно ставить. Но хайбайк, я смотрел, мне та модель, именно где ставится, мне та модель не понравилась. Scott лучше. Scott все-таки будет лучше, да. Ну все, топим на ой, не на Виноградное, Подгорное. Топим на Подгорное. Что-то разъездились. Вот мы едем в Феодосию через Подгорное. Сейчас будем с Подгорного подниматься вверх, в горы. Идем, топим за ракеточку. Ох, тут дороги есть неровные местами. Гора Клементьева налево, звездопад воспоминаний 600 метров. Но сегодня мы на звездопад не едем. Возможно, завтра поедем. Поворот направо сейчас.
Так, теперь налево нам. Вон сейчас будем подниматься вот туда, на самый верх. Вот туда. И потом поверху до Феодосии. Такой вот маршрут у нас. Надо время посмотреть, сколько. 45 минут, нифига себе. Чуть-чуть опаздываем. Фух. Тут какие-то развалины. Что-то раньше здесь было. Сейчас будем подниматься в горы. По грунтовке. Справа там он Орджоникидзе в стороне. Так, ладно. Надо не отвлекаться, а то здесь камни уже. Грунтовая каменистая дорога. It's my life. It's my drive. It's my life. Мошки какие-то летают. Красотища какая. Так даже я вот подумал, можно даже составить маршруты. И вот, например, сколько маршрутов есть вот в районе здесь, по восточному берегу. Ну, если брать вот Орджоникидзе, Феодосия, Коктебель, Курортная, Судак, Новый Свет. А ну еще в сторону Старого Крыма. Я думаю, нас соберется так у меня маршрутов, наверное, 10. То есть каждый день можно ездить разные маршруты. День такой, на второй день другой маршрут, на третий день еще там какой. Вот. О, пошли на подъем, на подъем.
И так каждый день новые места. Ты ездишь и ездишь. Давай, 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 брателла. Едем, едем, едем. Жарко уже. А сейчас там на спуске будет. Там, наверное, оденем кофтеечку. Вау, вау, вау. Каменюки тут такие здоровые есть местами. Ну, уже поднялись на самый верх. Но это я обычно... Так, ну что, поехали в Феодосию. Сколько у нас там время? Ну, почти 6. Почти 6. Join the mix with Sears. Fly out. Sears. Fly out in the mix. Погнали! Вау, вау, вау! Кофтейку накинул, уже так теплее. Да, то там сейчас будет спуск в Феодосию. А я вспотел. Сейчас как бы прохладненько так сейчас будет на спуске. В футболке в одной. This year we had to lose our days we've lost dancing. Вау! And people that we love, all the things that we took for granted, we've lost dancing. We've lost dancing. I can live through we've lost dancing this next 6 months. We've lost dancing day by day. We've lost dancing if I can live through this. We've lost dancing. What comes Оп! Оп, 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 оп.
Обычно я езжу в Орджоникидзе, в Феодосию, и потом эта дорога еду в Коктебель через Подгорное. А это я что-то недавно стал ездить сначала в Коктебель, а потом сюда дорогой на Феодосию. Ну, то есть сменил чуток маршрут. Типа как в обратную сторону, наверное, больше подъемов, что ли. А может и так же самое. Ну, просто маршрут поменялся. То была Орджоникидзе, Феодосия, Коктебель, Орджоникидзе. А это теперь Орджоникидзе, Коктебель, Феодосия, Орджоникидзе. Сменил, да, маршрут дня. Ой, хорошо. Еще в шортах даже. Ничего себе, сегодня выехал. Ну да, сегодня днем было плюс 30 было. Плюс 30, да. Плюс 30 было. А потом начало падать, потом где-то к часам 4 уже было плюс 28, сейчас где-то плюс 27. Плюс 27-26, я думаю, где-то так. Но все равно тепло. Тепло так относительно еще, да. Сейчас мы уже выезжаем на трассу, на Феодосию. Закончились грунты. А вот с куполов этих, которые вверху, вот здесь, между Орджоникидзе и Феодосией, я только на купола всегда поднимался, но никогда не с куполов вниз к Хеллингам не спускался. Вот если успеем сегодня, то будем спускаться. О, выехали на трассу. Почти где там трасса уже. Вот она, сейчас уже выезжаем. Зайцы бегают. Зайцы-партизаны. Так. Что там? Никого нету. Все, на Феодосию помчали.
Время у нас 5 минут. 5 минут, 5 минут. 5 минут, 5 минут. Да, в футболке в одной сейчас бы я тут замерз.